Евразийские кочевники представляют собой обширную группу людей Евразийской степи, ее Восточный Дишти, Кыпчак, и западных областей, Западный Дишти, Кыпчак. Кочевники, степняки, половцы, кипчаки, татары – это общее название, собирательное для группы жителей степей в Центральной Азии, Монголии и Восточной Европе. Они сумели одомашнить лошадь и в своей экономике и культуре делали ставку на коневодство и верховую езду. Кочевые племена изобрели колесницу, кавалерию и конного лучника, ввели такие инновации, как узда, хомут и некоторые другие. В истории часто упоминаются как завоеватели Европы, Анатолии и Китая. В англоязычной литературе встречается выражение horse people, то есть конные люди, конники, всадники, наездники. Это пример одного из множества обобщающих терминов, с помощью которых ученые пытались и до сих пор пытаются исследовать, описать и осмыслить жизнь человечества в мире бескрайней степи с древнейших времен и до наших дней. По мнению Фернана Броделя, кочевники Старого Света – это уникальный пример долгого паразитирования варваров над более технологически и организационно развитыми цивилизованными народами. Малейшие изменения окружающей среды приводили к цепной реакции массового движения кочевых народов на запад, на страны Европы, или на восток, на страны Азии. При этом направление движения, по мнению Фернана Броделя, зависело от степени сопротивления со стороны оседлых народов. Начало конца кочевых набегов было положено в 80-е годы 17 века, когда Китай смог установить надежную охрану границ, и китайцы начали активно заселять Монголию, Туркестан и Тибет. Одновременно Китай захватил Маньчжурию, а Нерчинский договор ознаменовал разделение владений Китая и России на Амуре. Друзья, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Под давлением Китая кочевники двинулись на запад через Джунгарские ворота. Однако в этот раз кочевники вместо пустого пространства встретили сопротивление других кочевников, которые закрепили за собой эти территории. Еще в течение столетия на границах России происходили постоянные стычки с кочевниками, но в этот раз порох и пушки оказались сильнее главного преимущества кочевников – быстроты и мобильности. Победа России еще до окончания XVIII века окончательно завершила эпоху набегов кочевников на оседлые цивилизации Евразии. По данным Юрия Васильевича Емельянова, кочевники всегда уступали оседлым земледельческим народам в численности. Население центральноазиатских степей, по оценкам Льва Гумилева, колебалось от 0,4 миллиона в III веке нашей эры до 1,3 миллиона человек в XIII веке нашей эры. Для сравнения, по оценкам И. Захарова, население Китая в I веке нашей эры составляло около 60 миллионов человек. А, например, хунны по подсчетам Л.Н. Гумилева сражались с Китаем в соотношении 1 копейка 20. Общая численность кочевников от Волги до Монголии в конце XIX века оценивается в 3-4 миллиона человек, а в 15-16 веках, по некоторым оценкам, численность кочевников составляла сотни тысяч человек. Взаимодействие стран современной Великой Европы со степью и ее людьми прослеживается с древнейших времен. Так римская армия нанимала сарматов в качестве элитных кавалеристов. Друзья, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик.